Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что у него на уме по жизни и конкретно к вам? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Загадайте, пожалуйста, на человека и давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, загаданный человек. Что у него на уме по жизни и что на уме конкретно в отношении вас? Так. Смотрите, мои дорогие, человек хороший, перспективный, но либо слишком осторожный вот по жизни, да, человек вроде идеи хорошие, задумки гениальные, но слишком осторожничает и поэтому упускает свои возможности. Либо он слишком простодушный и он все свои гениальные задумки, мысли кому-то передает, рассказывает, да, а там уже люди перехватывают. То есть смотрите, вот он по жизни и его взгляд, да, на жизнь, вот в голове, какая жизнь, он должен быть победителем. Видите, он стоит в венце, у него собственная дорога жизни, вот она в его же руках, но здесь стена, понимаете, вот тут стена идет. Вот это интересно. Это не магия, это... Здесь, конечно, хорошо бы было посмотреть отдельно, да, поковыряться, что ему не позволяет, что ему не дает. Это может быть какая-то карма, но опять же таки карма не тяжелая, не та, которая разрушает и испытывает на прочность, а та, которая, например, учит и возвышает. Да? То есть ему нужно где-то себя перепрыгнуть, какой-то барьер свой внутренний вот, преодолеть. Тогда он пойдет в эту дорогу. Вообще я скажу вам такую вещь. Этот человек будет по жизни, возможно, несколько раз добиваться высоких результатов и, к сожалению, падать вниз. То есть взобрался на гору, на пьедестал, да, и раз и упал. Опять забрался и опять упал. И пока он не поймет, какая блажь в его голове ему мешает, ну не быть ему, да, вот при его мечте. Как-то так идет. Интересная отсыпка, интересная личность, человек, которого вы загадали. То есть получается, что человек собственными руками себя вверх подкидывает и благодаря себе же вниз и падает, да? Так, непростая личность. Очень интересный, кстати, человек, яркий. У него какой-то внутренний огонь, внутреннее свечение, которое, ну, никого не оставит безразличным. Он лидер, причем у кого-то отыграется как действительно человек, который везде и все берет на себя, и все на него смотрят как на какого-то спасителя. А у кого-то отыграется, что человек вроде как бы внешне скромный, но при этом, если что, все идут к нему, потому что знают, что именно он все может разрулить, порешать и вывести. Так, в голове, что у него еще в голове по поводу жизни? Ну, добиться всего, либо вернуть то, что он, например, уже потерял. Заработать, создать. Тут у него желания, вот 3 каких-то заветных желания, что с одной стороны, что с другой стороны. И такое впечатление, что он уже, смотрите, как эти желания имел, либо к ним приближался, но не смог схватиться, либо удержать. И вот он уже вот как-то для себя, да, перестроил этот план, либо прорисовал новую дорожную карту, как ему это все получить, как всего этого добиться. Так, ну добьется, он добьется, причем добьется гораздо большего, чем даже мечтает, чем ожидает. Но, опять же таки, здесь нужно вот где-то внутри у него поковыряться, где-то вот в каких-то закоулочках его души, мозга, да, что-то там, знаете, сбой дает, осечку что-то дает, и из-за этого не получается.
Неплохой человек. Смотрите, какой момент. Вот этого человека нужно беречь, потому что он-то сильный, он-то спокойный, но в стрессовых ситуациях он нуждается в допинге. Человек может идти на азарт, на алкоголь, на всякие там запрещеночки может идти, потому что не справляется. Понимаете, не справляется. Здесь нужно быть поаккуратнее. И такие люди, это, конечно, общая отсыпка, но я вот такое предостережение скажу. Слабое сердце, слабое место – это у них сердце. Сердце, то есть склонны они к всяким там варикозам, лейкозам, не дай бог, конечно, инфарктам, инсультам, то есть они могут страдать. Перенапряжение очень много, давление вот какое-то такое, знаете, то ли скачет, то ли вот мешает по жизни им это. И они, знаете, как зачастую очень мало внимания уделяют своему здоровью, и из-за этого происходят такие ситуации. Так, человек хотел бы всего и сразу, умеет ждать, умеет терпеть, знает, как ему дойти до желаемого, но какая-то внутренняя вот у него, видите, преграда есть, которая не позволяет. Как только он разберется с этой внутренней преградой, вот расчистит он себе дорогу, потому что его жизнь в его руках, понимаете, вот он сам стоит, вот одна рука, вот другая, и вот она, его линия жизни, она в его руках, он сам творит свою судьбу. Иногда даже бывают моменты, когда он чувствует, что он ошибается, либо чувствует, что он не прав. Вообще, я так скажу, вот таким людям, как вот загаданный вами мужчина, Боженька посылает, да, вот считаются такие люди фартовые, удачливые, загадает, получит. Не сможет удержать, потеряет. Как-то так у него идет. Таким людям очень часто завидуют. Причем завистники, они абсолютно разные. Там, вне зависимости от пола, там, мужчины, женщины, все могут завидовать. Близкие могут завидовать. А он всех любит, понимаете? Каждому готов найти оправдание. Каждый у него в душе, в сердце. Так, и еще важный момент, который хотелось бы уточнить. Для этих людей, для этого мужчины, да, загаданного вами, очень важно, чтобы у него была спутница жизни, которая не будет во всем ему потакать, да, и которая не будет с открытым ртом стоять, да, на него смотреть, а что он мне скажет, что он там расскажет. Типа он же главный, он же там мужчина, у него же штаны. Ему нужна женщина, боевая подруга. Сильная, самостоятельная, независимая, бесстрашная. И женщина, которая не тихушница, которая там в себе все держит, да, а женщина, которая говорит обо всем. Вот все, что беспокоит, все, что думает, она может сказать, не стесняясь, не зацикливаясь и не страдая. Вот такая женщина. Только с такой женщиной мужчина сможет действительно побороть вот эту свою занозу, да, вот этот свой стоп-кран, да, открыть. Вот такая женщина. Если вы такая женщина, знайте, что вот он ищет такое, понимаете? Вот, если вы слабенькая, если вы стеснительная, что сказать, разные мы, да, все мы разные, то тут, скорее всего, даже не то, чтобы он там интерес потеряет, тут скорее вы в друг друге разочаруетесь. Вот такой момент может происходить. Так, что у него в голове к вам? Сразу скажу, что этот человек в вас влюблен очень сильно. Любовь он свою тут не показал, но то, что влюблен очень сильно. У него главная тема на сегодняшний момент – это вот козлиная голова, да? То есть какие-то страсти, эмоции. Тут у него все смешалось. И какие-то крайние порывы там страсти, да, в любви, в желании, и злость, несдержанность, ревность. Понимаете, вы его мучите на сегодняшний день. Он мучится из-за вас. Вот так вот я правильно скажу. Не вы его, а он из-за вас мучится. Почему мучится? Потому что вы ему какая-то недоступная сейчас. Вот он думает, что вы одна. Да, вот он вас видит всю такую ангелочек, да, в розовом каком-то свечении, там крылышки, лепесточки, там роз, и вы такая вот там на арфе, да, играете. А на самом деле вы иногда говорите какие-то слова, либо совершаете действия, это полностью перечеркивает то, что он себе там в голове намечтал.
вы совсем недавно вот по времени, его поразили какими-то своими высказываниями, либо какими-то действиями. То есть здесь вы сделали что-то мощное. Да, вот обычно таких поступков, либо таких слов, суждений от женщины не ждут. А вы вот и сделали, и сказали, и показали, он просто обалдел. Он, может, там несколько часов вообще не знал, как на это реагировать. То есть у него просто прострация какая-то была. Ему чуть казалось, что это нет, это не она, это какая-то другая женщина. Моя бы так не смогла, моя же ангелочек. А тут прям амазонка какая-то выходит. То есть он вас видит в мечтах голубкой, вот вы голубка, а вы по факту у меня просто львица какая-то. Как-то так. Вы ему, кстати, по темпераменту, девочки, очень подходите, вы его стимулируете, вы его шокируете, он от вас, вот знаете, в тихом ужасе. А что будет дальше? Ему так интересно, что будет дальше, ему так хочется вас узнавать, ему так хочется вас раскрывать, познать вас всю. Понимаете, вот что ему хочется. Вы настолько сильно зацепили какие-то вот его рецепторы, да, что он просто сейчас как подсел на вас. Вот этот момент вижу. У кого-то, кстати, может отыграться очень четко, что мужчина под большим грузом проблем. Здесь могут быть как и суды, так и болезни, так и, может быть, даже вообще все вместе, либо какие-то семейные проблемы. То есть он отягощенный на данный момент. Но вот его жизнь тяжелая, да, и есть другая жизнь. Жизнь в любви, жизнь в мечтах о вас. Вот как-то он так разделил эти жизни. Но он думает о кольце с вами. Он вас очень серьезно рассматривает на кольцо. Если вы смотрите на мужа, на своего, то здесь, конечно, сопротивления какие-то. Я вижу, какая-то борьба периодически между вами происходит. Но мужчина, все-таки мужчина, как бы он там ни кичился и себя не строил, все равно он признает вашу правоту и ваше главенство. Вот как-то так идет. Считает, что вы по судьбе друг другу, считает, что ему крупно повезло, что именно вы его спутница жизни. Хотя вот никогда в лицо этого не скажет. Может критиковать, может цеплять, может обижаться, дуться, не знаю, что-то вот такое делать. Но все равно вот, понимаете, в душе радость от того, что вы его женщина, от того, что вы такая сильная, от того, что вы такая самостоятельная, что вы там никому в глаза не заглядываете. Вот нравится ему это. Он сокрушается о том, что у вас разные взгляды на жизнь, либо разные представления о жизни и ход мыслей разный. Ему вас не догнать, понимаете? Вот его это раздражает. То есть вы начинаете с ним говорить что-то, да, может там в спор уйти, либо просто в недопонимание. А вот он свое, значит, там свою линию гнет, вы свою линию гнете, проходит время, он там, ну, грубо говоря, через несколько часов, либо через несколько дней, ну, вот как подумал на досуге и понял, что вы же вперед смотрели, а вы же были правы в этой ситуации. Вот эти моменты. И ему так хочется быть хотя бы наравне с вами. Он думает об этом. Кстати, у кого-то мужчина может читать даже книги какие-нибудь там по психологии, либо что-нибудь такое развивающее. Хочется вас догнать, там, блеснуть перед вами. Но нет, это недосягаемо. Вы для него недосягаемы. Мои милые, этот мужчина в ближайшее время с каким-то очень серьезным разговором к вам будет заходить. Несколько раз как будто бы он будет начинать этот разговор. Очень сложно ему будет сказать все то, что он там думает, хочет, мечтает. Но если вы не будете его перебивать, если вы дадите ему шанс высказаться, ну, вам будет проще потом понимать друг друга и выстраивать отношения. Потому что в этом разговоре он раскроет какие-то свои страхи либо комплексы, и для вас очень многое станет ясным и понятным. Понимаете, если вы уловите суть им сказанного, то вам будет проще общаться с ним, выстраивать отношения и его понимать. Вот так. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.